Ребята, заряжай! Хрипел он точно конь. По врагу прямой наводкой бей проклятых фашистов. Так всю ночь он бил фашистских гадов. И к утру я знал, что в том бою славные советские солдаты отстояли родину свою. Я теперь достану в день победы и медаль, и ордена отца. Пусть посмотрит внук, каким у деда был отец до смертного конца. А когда мое наступит время, пусть мой внук хранит их точно клад. Ордена, добытые в сражениях, и медаль за славный Сталинград. Я прочитал стихотворение одного поэта из Ижевска, близкого друга Михаила Тимофеевича Калашникова. А сейчас я прочту свое стихотворение, которое вот буквально сегодня мы возлагали цветы у памятника Мусы Джалиля. А это короткое мое стихотворение. День поэта. Я считаю, что день рождения Мусы Джалиля, сегодня это день рождения, это день поэта, великого татарского сына. Сегодня здесь Мусу Джалиля вновь вспоминаем мы. Его талант, его живое слово, как светолуч из отдаленной тьмы. Татарского поэта душу враги хотели очернить, сломить и оболгать, и стойкий дух разрушить, прервать времен связующую нить. История страницы нам открыла всю правду доблестных времен, и люди унесут навек с собою величие дней и высоту имен. Спасибо. Дорогие друзья, извините, пожалуйста, я сегодня наглый, вспомнил Михаила Тимофеевича Калашникова, а он мне вот такое письмо написал, маленькое. Которое конструктор или... Конструктор, да. Так и говорит о том, как ты... Дорогой друг Емиль, сердечно поздравляю, тут много женщин, не скажу, с каким возрастом. За годы, да, возраст твой почтенный, но до моего рекорда тебе еще далеко. За годы плодотворной творческой деятельности на литературном поприще тобой созданы многочисленные произведения в лучших традициях великой русской литературы, обогащенных национальным колоритом. Это Ахмед тебе говорит, касается. Постоянными темами твоих произведений являются красота труда рабочего человека, природы животного мира. Твои романы и повести, рассказы, в которых ты выразил народное жизнеощущение, написаны простым и понятным языком. Читать их легко, и содержание запоминается надолго. Твоя трудовая жизнь прошла с пользой для общества, послужила благородной цели. Искренне желаю тебе доброго здоровья, плодотворной деятельности, новых книг, дальнейших успехов. Крепко обнимаю, твой Калашников. Вот так. Вот я хочу ксерокс снять, а то один экземпляр, это мало ли еще. Где мы нам закуловали все Калашников. Коротко о себе. Я выпускник МГУ, журналист. И в свое время я... Держите в руках газету. Вот эту газету. Да, вот. Это человек, начавший, первый редактор, 96 и поставивший на ноги эту газету. Мне выпала честь быть его помощником. Спасибо. Не сбоку прибег. Когда в Москве издается эта газета, Это издавал. Очень выходила интересная, очень Эксклюзивная полезная. газета. Все можете Очень разбирать. острая была. Друзья мои, вот в 93-м году, аж в 93-м году, я работал в Московской главной областной газете, и в той газете, а также в наших татарских новостях, я опубликовал зарисовку о Мусе Джалиле.
Сейчас кое-какие отрывочки прочту вам. Очень интересно, я думаю, будет. Не верится, что в 20 веке над головой поэта сверкнет топор инквизаторской гильотины. Он писал: не преклоню колени, хотя я узник твой, я раб в тюрьме твоей, придет мой час, умру, но знай, умру я стоя, хотя ты голову отрубишь мне, злодей. Этот материал основан на воспоминаниях тетки моей жены, Асьма Бакирова была. Она здесь работала в библиотеке в свое время, руководителем библиотеки была. Абузярова. Абузярова, Асьма Тюти. Вот, значит, вот она мы вспоминала. накануне войны. Вот ее вспоминания. Она 18-го года в Москве жила. Мусой меня познакомила моя подруга Аза Абдрашитова в 1931 году. Он только что окончил МГУ и работал в московской газете «Коммунист», издававшейся на татарском языке. Признаюсь, я не совсем поверила этому. Мой житель из Москворечья вышли как-то весной любоваться половодьем. Здесь, на берегу Москвы-реки, я ее увидела впервые Мусу. Он показался мне простоватым. Я всегда мечтала увидеть живого поэта, а увидев, была даже немного разочарована. Невысокого роста, и одет он был по-простецки, черная косоворотка, серый плащ, кепи. Пригласили его к нам в гости. С этого времени часто бывали с ним молодежных компаний. Он был очень веселым и общительным, играл на мандолине, мы пели. На одной из моих фотографий его стихотворный автограф о красоте, молодости. Мы частенько над ним подшучивали, но он был добряком, не обижался. С той поры мы часто бывали с ним у его друзей, в Союзе писателей. Муса любил играть в волейбол, он был настоящим спортсменом. Зимой в одной майке катался на лыжах. Даже в тюрьме, говорят, он делал утреннюю зарядку. Вот. Вот она показывает фотографию, вот она тут сидит, Муса рядом. Значит, так, что еще тут интересно? Ну, кружок он здесь возглавлял. Вот. Однажды к нему, вот она пишет, все, что касалось Мусы, у меня растащили. Увидев на столе редкостное фото Джалиля, сказал этот гость, был у него гость: ты зачем это держишь на виду, ведь он враг народа. Я уловила скрытую угрозу и, несмотря на это, ответила: я знаю Мусу как порядочного человека. Как вы, уважаемый Бакирова, восприняли сообщение о награждении спустя много год Джалиля? Поинтересовалась я, со слезами на глазах, чувствуя, что правда все же восторжествовала. Была на торжественном вечере в Политехническом музее. Очень большую часть судьбы поэта принял Симонов. Вот. Муса даже, работая в плену, своим подвигом спас от позора нашу нацию. Теперь, значит, у меня зарисовка называется «За народ свой я голову, может, сложу». Читаю дальше. «За народ свой я голову, может, сложу». Это было сказано в 1920 году. Поэту тогда едва исполнилось 14 лет. До гибели оставалось еще, а точнее всего, 24 года. За эту короткую жизнь Муса успел совершить, можно сказать, два подвига. Первый – адская работа на износ, муки творчества. Вторым его подвигом стала сама его смерть. Ну, спасибо, спасибо. Я так, друзья мои, прочту стихотворение еще, прочту вам. Значит, Герой Советского Союза, лауреат Ленинской премии, Мусе Джалилю посвящается. Не торопись, читай, не торопись. В Татарском переулке, в доме 8, почти до Джалиля все мы собрались. Он здесь певцам, мелодиям наших песен внимал и сам читал стихи про жизнь. Он планы строил, восторгался жизнью, росла Чулпан, любила Амина, созвучием мыслей, чувств, звучавших песенью, душе на миг порушила война, блокнот и ручку, полевую сумку, вложил поэт, взяв в руки автомат, на фронт просясь, одну лелеял думку, строкой и пулей гадов убивать, стихи его, статьи сильнее пули, насквозь пронзали рыскавший гиен в беспамятстве, кровясь на русском поле, поэт-боец попал в их стаю в плен. Уберегал неволи от бесчестия, согнанных насильно в легион, в мешке бетонном, о любви, о счастье, слагал стихи, о казни зная он, шел в гильотине,
шел, шатаясь песенью, худые ноги двигая едва, с улыбкой, не страшась, прощался с жизнью, молитвенные вымолвив слова, удар и кладезь мыслей под татою, и больше мудрых вирш ей не создать. Великий мученик с любовью святою вручил нам моабитскую тетрадь. Для смеха просто я скажу один эпизод на татарском языке. Муса Джалиль. У него такой Кострова Розафат. Вот, говорит, мы со своей сестрой сводной, Сарой, Сара звала, обе красавицы, Муса Джалиль с ними дружил. Вот, говорит, мы на одно мероприятие пришли, в зале сидим, сзади подходит, садится Муса Джалиль, нас обнимает, говорит: «Кызлар, bir haber söyleyeyim sizge?» Söyle. Ahmet Yerikey ilendi bit. Ахмед Ерикей, значит, поехал в Казань и женился. На, безбезе, кемге соң үйленді? Эй, урманга утын ташый. То есть на русский женился, поехав в Казань. На русском он и здесь мог жениться. Урманга утын ташый. Я знаю, что многие из наших присутствующих читателей, да, хотели бы почитать свои стихи. Приглашаю вас. Не знаю. Я не готовился. Объявите. Да, мы сначала, да? Вы хотите, вы сразу? Вот я вечер, посвященный Анис Шаймарданов. В таком возрасте я начинающий поэт и начал работать над таким произведением, может роман, может повесть получится, но о земле, связанные с воспоминаниями своей матери. Вот пока она жива, ей 91 год, чтобы, ну, я записываю в диктофон и все воспроизвожу, но перевожу уже записи. И что получится, я в ближайшее время хочу вот полностью вот этот роман или повесть предоставить более, ну, кого я считаю своим как бы корректором или, как сказать, вот, редактором этого произведения, тому я читать дам. У меня вот эта вторая книжка. Сегодня я принес, чтобы не отсюда прочитать, конечно, я хотел бы вспомнить, вот по памяти мы много заучивали стихотворение Мусы Джалиля, поэтому может стоит его стихотворение вспомнить. Кишер мине илем, синең бейет исмең белән килеп сугышка, данлы үлем белән күмәлмәдем, бу тәнемне изге сулышта. Юк, мин сине тузан бөртегедәй, сансыз гомерем өчен сатмадым. Волхов шаһит, изге сугыш антын, соң чиккәчә керсез сакладым. Ну, обрывками получится. Язмыш көлде, үлем кагылмыйча, үтте яннан минем тирәләп. Нишлим, сугыш дустым, пистолетым, итте хыянат. Ничектер инде онытылган уже. Если немножко посчитал бы, вот здесь в библиотеке, конечно, можно было полностью воспроизвести, потому что мы даже вот такие там, может 40, может 50 лет вот такие стихотворения длинные заучивали. У нас были учителя и по русскому, и по татарскому языкам, ну, хорошие, взрослые такие преподаватели, учителя. И они нам задали уроки патриотизма, и нашего возраста люди, конечно, воспитаны вот на патриотизме, и все равно это на всю жизнь сохраняется в наших душах, и вот мы это в своих стихах тоже
ну, как бы хотим оставить своим потомкам. Может быть, я отсюда что-нибудь почитаю. Пока вы ищете, может, ученица ваша. Но вот у нас есть такая проблема, что разделившись на республики, национальные республики, вот, ущемляются как-то права других близких по звучанию вот, языков, да, из таких дум у меня несколько стихотворений возникли. Вот я хочу, как воспримите, я сейчас посмотрю. Бір бармаққа ике уймақ кейдірмейлер. Ата-баба жерлерінде ғұмыр кезіп, күн көрішке керек қадар біліні бүгіп, көп яшалды, ғұрур хислер кемсітіліп, милләтіңнен ваз кешуіне тойып біліп. Жылы ұрын билеп алған құшықтанлары, гел үтәді юғарыдан құшқанларны, болмағанға қаршы тұрыр дұшманлары, жеңіл үтті қырын ішлер фарманлары. Үтемесең парт билетің үстелге сал, баш көтерсең мәңгілікке зинданда қал. Ике яқтан қысырықлап алды бұл фал. Бір ялғыш сөз құптарылық болды жанжал. Соң оңладық кемнерніңдір бұл мәкерін, тар көңілі кішілерінің тар қатырын, дағваларының ғасырларға өк кетерін, әзірлеуін сынауларының ең қатәрін. Әр халықны бірләштіре туған тілі, ирек қойса үйренірге туған илі. Сизе olmaz қорқынышны бары тилі, қайсы яқтан искәнлігін дауыл жилі. Түркі тіллер тылмашсыз да аңлайшылы, әр қайсының ғасырларда өз ағышы. Кемдір тілі өзгәртірге бұл ағышыны, мәжбүр етіп үйреттірі ят тауышыны. Бір бармаққа ике уймақ кейіп болмас, күшләп кейсәң, ішләр ішің емге тұлмас. Келешекке ярып барған ізін қалмас, келер буын бәхиллегін ола алмас. Тағын шушындай публицистик бір шығырымны оқиын да. Шушындай нелер көбірек кешірішлер. Мұнамысына сайлауларға юридик. Өткен ғасыр сайлауларын иске алып бір мәлге, халық ихтиярын туплап қарар кірді ғәмәлге. Тек сайлаулар бұл заманда болды башқа түрлірек. Шул хәлләрні иске алу хәтта азырақ күлкірек. Сайлау көнін күтіп алды, патриот болған әркім, таң яқтысы білән келді, бүләк үшін әр түркім. Құмашқа түрген әржелер тулды яқты уйлардан, сойларғамы, сызарғамы, инді көптен уйланған. Бюллетенде бір кандидат бұлайды yazылған, болмайды ол елларда бір кәғізде сызылған. Коммунизм түзу іші көп алды үші бізні, көп ме иллер ғайыпләді шушы ел үшін бізні. Сайлаулар гүрләп барды, партия қол астында. Депутатқа сайланғандар қашты қафтау артына. Мәскеудегі депутатның іші жоқ еді бізде. Қызыл мандатын құлланды, ял йортында, диңгізде. Бірден блок түзіп яшады, парт билетлі һәм ансыз. Карьерист болған әдемге юллар ашылды сонсыз. Артық білім керекмәді парт билетің болғанда. Шул қатырғы юлып қалды, ауыр хәлге қалғанда. Сайлауларны бәйрәм итті, ғади халық шатланып, үз тауышын берер болды, көп уйламай ышанып. Ышанышлар акланмады, қуатлы ел таралды, коммунизм түзейбіз деп, берген тауыш юғалды. Представить вам любимую всеми нами певицу московскую, заслуженную артистку Республики Татарстан Флору Вальтеровну. Я вообще думала, Килян Кунак был на церемонии возложения, и всем поэтому говорю, мне говорит, где у вас песня про Масуд Джалиля? Да. А пока ехала, вот Марса Булем, всем до свидания, Айтем, памятник посмотрела, по делам побежала, и прям
пошла песня Бальсаидом гитару алырем. Ну, хочу, к примеру, образец Черновик Сизгакуса, как на ваш суд. Ладно, удивилась сама, вообще сегодня не планировала. Ну, наверное, когда еще мы ничего не планируем. Соглашался, тема, мне, значит, будут дописывать. Если будет сегодня прием цензуры, то, значит, песня будет. Если... Да, да. Так, я сказала, холодный... А вы отключи, не совсем отключи, а вы? Раз и навсегда. Но я не умею отключать. Попроси молодых. Да, это проблема потом. Холодной зимнею порой родился чудный мальчуган, будущий поэт-герой, прославил жизнью Татарстан. Он так любил край родной, был связан сердцем и душой. К учебе на нем стремление, да для творчества дарил от жизни вдохновение. Муса Джали для нас живой, национальный наш герой. Силу духа дарит нам, истоки к родовым корням. Муса Джалиль нам всем родной, с героической судьбой. Дух народа в нем воплощен, для подвига он был рожден. Приходим память мы почтить, низко голову склонить, за мужество и героизм, за высокий патриотизм. Силу духа не сломить, ты научил нас гордо жить. Муса Джали для нас живой, национальный наш герой. Сила духа дарит нам, истоки к родовым корням. Муса Джали для нас жив родной, с героической судьбой. Дух для подвига был рожден, дух народа в нем воплощен. Солдат победы военных лет, он и сегодня дает совет, как сквозь трудности пройти, найти достойные пути. Звучит торжественная речь, духовную силу должны сберечь. Муса Джали для нас живой, национальный наш герой. Силу духа дарит нам, истоки к родовым корням. Муса Джали нам всем родной, с героической судьбой. Для подвига он рожден, дух народа в нем воплощен. Поправку, вот где у вас прославил не Татарстан, а свой народ. Потому что Татарстан, а у нас народ... Да. Больше 7 миллионов. Там, видите, сейчас Татарстан... Прославил Татарстан, не Татарстан, весь свой народ. А там я про народ-то говорю ж потом. Нет, я прославил Татарстан. И вообще, только когда я замуж по ты, а про ты, принимаете тему. Благодарю. Ребята, Игорь февраля, суббота, в Московском доме пионеров, это Воробьевы горы, Девы, значит, день татарской культуры, татар на Киребулы. Значит, сейчас в час начнется и до 5, до 6 часов. Значит, ну, Клара, знаете, трегес, общий дом, пообщаемся, потусуемся, и песни будут. Сейчас, конечно, я... Да, вы пригласите, если вы придете без них, вас тоже пропустят. Это будет большой концерт с участием мастеров искусств, а вот артистов Москвы в основном, но известных артистов татарских. Вот, будет интересно для любой публики. Для детей, для взрослых. Товарищи, этот концерт будет единственный, потому что проходили очень много дней татарской культуры. В этот раз будут участвовать только московские артисты. Раньше приглашали из Татарстана, с других республик, областей. Вот. А в этот раз будут только московские артисты, известные, и творческие коллективы центра. Поэтому, вот, пожалуйста, приходите все. Концерт будет бесплатный, свободный вход.
от метро «Университет» будет ходить автобус с логотипом «Москва-Татарская». Вам даже не придется искать где-либо что-либо. С 12 до 2 часов будет ходить автобус. Поэтому приходите все, приводите всех своих друзей, чтобы все были, чтобы зал был полный. Пожалуйста, я вас очень прошу. Я хотела как раз представить, это заместитель руководителя организации региональной общественной Аккалфак, Москва. Аккалфак, Москва. Роза Ханум. Роза Сараева. Роза Сараева, очень приятно. Концерт действительно будет интересен, потому что был очень жесткий отбор артистов, номеров, и, в общем, мы постарались все сделать достойно. А что за народ? Потом. Это в рамках фестиваля, детского фестиваля, который организовал Московский департамент культуры. Это на уровне города Москвы проходит. И это детский фестиваль национальных культур. Мой дом Москва называется. Нет, это абсолютно другой. Это первый раз проходит. Фестиваль называется «Мой дом Москва». И он открылся в сентябре месяце. Каждой культуре, каждой национальной культуре определен свой день. Наш день 25 февраля. Это мы открываем первый раз или нет? Нет, до этого уже были. Там есть все нации, которые проживают в городе Москве. Все дети, там очень много номинаций. Вообще фестиваль приурочен к 75-летию битвы под Москвой. Поэтому очень много будет вот таких вот военной тематики. Поэтому, пожалуйста, придите. Мы должны показать свою культуру. Мы должны показать, что мы едины. Мы должны показать, что мы татары. И показать во всей красе себя. Еще раз, автобус вам не секретит. На автобусе, 2 автобуса будут ходить с 12 до 2 часов от метро «Университет». Вы выходите, там, кажется, один выход. Нет, там 2 выхода. 2 выхода. Ближе к университету, да. Да, метро «Университет». Выходите, видите автобус. Москва татарская написано. На этот автобус садитесь и едете прямо до Дворца культуры. Этот автобус будет курсировать 2 автобуса с 12 до 2 часов. В интернете есть вся информация. Кто желает получать рассылку о таких мероприятиях, может оставить электронную почту свою. Раз в такой день Рейса сказала, что посередине, чтобы не говорили, что мне урыщак на язам, хочу гимн, который мечтала с Изгай-Берега, когда был военный, мне перевели эту песню, меня шкурка кабинет Каща Кургач говорит, перевели мне вашу песню, которую вы на татарском языке написали. А мне, ты знаешь, он говорит, знаете, о чем я подумал? Так, ой, Курканне уземгне, бля. Был бы я татарином, я бы эту песню гимном взял. А вообще Куркатет, и поэтому Сызгай, хочу Курсеттерга уземгне язган. Безнем халык нәрсәгне күрмәгән, ата-бабалар нәрсәдән генә үтмәгән, туган тамырларыбыз бик нәкле, шунан өчен бүген дә без кешеләр мәңге бергә булып, мәңге бергә тереп, бу заманда бер-беребезгә булышыйк, мәңге бергә яшәп, мәңге бергә теләп, тыныч тормыш балаларга калдырыйк. Ходай бастеш гадәтләребезне сакларга, туган илнең тарихын онытмаска, бөтен кешегә китерергә файданы, данлыклы булсын нәселнең тормышы, мәңге бергә булып, мәңге бергә береп, бу заманда бер-беребезгә булышыйк, мәңге бергә яшәп, мәңге бергә теләп, тыныч тормыш балаларга саклыйк. Ходай күрсәтмәсен сушны, сакласын сугышларны күрмәскә, хәл бирсен көнлекне үтәргә. Безнең кулда балаларның язмышы, намуста булсын нәселнең дуслыгы, мәңге бергә булып, мәңге бергә тереп, бу заманда бер-беребезгә
булышык, мәңгі бірге яшәп, мәңгі бірге теләп, тыныштырмыш балаларға калдырып, тыныштырмыш балалар өчен саклык. Запись берется, мен файл жіберем. Қызыбыз Флюра Вафина, Магнитогорская, он да кем сильные, сосланные, Магнитогорск вырос на костях татар, она с тех краев, в Челябинске работала, там еще в молодом возрасте, она стала лауреатом, потом пробилась в Москве. Она только сама знает, как пробилась она в Москве, имеет... Еще не пробилась. Еще уже нет, раз мы признаем. У Генгана все начинается. Уникальная женщина, все впереди у Генгана только день Зур Рахматова, вот она самый лучший из мужчин и женщин. Молодец. Зур Рахматова. Рахмат сізге. А то давление повышается, надо хорошо. Жизнь только Что я сегодня я стала благодаря Мусаиду Джалилю, потому что в школе мы проходили молитву тетрадь, читали его стихи. И вы знаете, вот я эти стихи написала от своего поколения, которое родилось уже после войны, благодаря ему. И еще я самый счастливый человек, наверное, на свете, потому что я живу на улице Мусаиду Джалиля. Представляете, так судьба сложилась. И с такой гордостью, если бы вы знали, когда меня спрашивают адрес, я говорю: Москва, улица Мусы Джалиля. Потому что, наверное, не каждому человеку удалось жить на улице с таким именем. И, конечно, когда сделали такой прекрасный памятник, как раз памятник стоит напротив моего дома. Да, и прямо вот из окна выхожу и вижу Мусаиду Джалиля. И вот я хочу вам прочесть стихи, еще раз говорю, низкий поклон, который я от своего всего поколения, которое вышло после войны. После войны родились мы. И я не знала, как стреляют, как взрывом дыбится земля, и как своих родных теряют, как их оплакиваю я. И в лагерях я не сидела, в шеренге под конвоем я не шла, и утром жуткий страх я не терпела, что в печь забросит, как дрова. Ты за меня прошел те муки ада, оттуда весточку нам дал, и не за почести награды, ты за Россию жизнь отдал. Ты подарил мне это небо, спокойствие и мир, и даже свой кусочек хлеба ты отдал мне, Муса Джалиль. И днем победным майским по улице своей иду, тебя, солдат, поэт татарский, за май, за все благодарю. Спасибо, Рахмет. Желающие есть? Я пару слов. Давайте, Макс, ну, я, Ахмад Абидан, прошу прощения, что я чуть-чуть нападал, так сказать, но разберемся. Я что хочу сказать. Сегодня проходит концерт Чулпан ханым, onun внуклары, балалары, Малышева. Они проводят, буду говорить на русском, я буду язык пора. Они проводят благотворительный концерт для, посвященный сохранению здоровья онкобольных. Мы сожалели, внучка Малышева выступает, правнуки, вот такие они высокого класса, они заняли призовые места. Чулпан ханым бүгін мында келелмей, так что она с нами. Чулпан ханым турында Қозанға да бара, Қоя да бара. Баулы районында музей бар. Мусаджали турында Рафаэль Мустафин, анда знаете, по-моему, бой оңа қарағанда музейлер жоқ деген шекелі. Мында нәрсе, жыршылар бар ма тағын, кім жырлысы келі? Ибрагим, споешь? Менің мында не бар, посольство бар совещание. Это как Муса Джалиль мог сидя в тюрьме написать такие песни. Наши отцы, когда умирали, думали, что делают праведное дело, и потом перед смертью, Юрий Спучек, все прочее, это Амосов говорил, перед смертью прокручиваешь все это хорошо, вспоминаешь светлые минуты. Жейіп қырдан әбірлеген, ерекем миңа кетірген,
Şirinler ucu peşekane birligen. Şimdi bu ana ikincisi film var mesajı turunda Allah tege niga katala niga zerişişin yok mu barkanda zerliler. Basın kim yerden biter ya zeda bula kızı bula sıvış bunu okur diyorlar sıvışlar baza bula ikeye berga kilise silegani kızı ola ikeye get berga kilise silegani kızı bulanı tam iki yaşağı da şunu yılıysen yaraları silip duymaysan Elli hororman hem başkalarına defterinden yaratkalım. Min millet dolaştım bugün mina zırhlığa çıkan altına çıkaram getireyim. Min rahmet Adi babaylar ozna kayaklarına bizden Rabaş Hristiyanski. Rahmet avzı hop şavaram nispet yerine bozarız. Bağlı rayonu, Oznakar rayonu Zorsu Kayıştıgan avuldan tarih 12. yılda 12 aile şarap gitarlar Sibir yaklarına varıp babay varıp kaytadı Eydəcikitlerinde Jirkut ot gitar Sibir'ge Marin Stegasını baralarda Tagağa kırganda menamında oğaçlardıra bası menike de soğuşa kırarlarda Mayda barganda Zibilen kıyasa koruyalarda Kızga bargan jitkende bütün bargan olamaları şerip bitti Zirine raskar şivayette derdi İkmek şeşken bulalar Yol şekeni salkın bilen İkmek şeşkenleri Karkarov yüzeko silezin olur Ondan onda yaşap 20. yıldağın atıyoruz ki 16 bala yaşap 10'sı uşip 9'u ilanıp bizni 38 yaşadılar. Biz 2001 yılda Kemerova'da jiyininde kandışı var. Şunlarda Tatarlar, metamcıklar gelen nesne yaşağında nesnelige tam düşürülük metin yaşamağı jiyinliğine bulur. İkincisi andırıp vakıtlar hoş yaman şartlarda doğanğa yardım eder getirdiğin gibi. Bana şunu diyorlar. Eyteler Mustafa'nın, Mustafa olanda Musa Celil Üskende, Halil'ler bir nasırla, ana Ahmet Abzi Eyteliydi. Falan vakitte Jeyo Kozan'a vararız, Bulgaristan'a ama Argatol ile etken diyen. Jeyo Şabat'tan barganda, soğuk vaktinde vararız, Ayı oğluna, Oznakar rayonu. Ben taşliminde, Şabat, baram Gravi yoldan, bara yalan ayak bitti. Yani merhum Şabat, yani Yakub Şıkkavtar tıgına vardı, tıgında var, onu tattık da, balam oluyor tekeni onunla nitip saltansı bilen bir tabaşa açtım. Kalkırdım ya 11 yaşta minindi şunanı arbanı mintartıp kayıttım. Barsın gördük. Ondan söylesem gitti. Üşüm Citkeskin buldunuz. Üşüm Citkes, Doğan'ın Süprede rayonunda eti yoktusu bulup etine miyayit yaşta oturttuk kayalarda. 8 saat, 8 ay oturup Kozan Tırnaşı'nda eni yaşıyor. Eti bilen eni silah kilişelerde, eni eti simya kayıtıp gitti. Oznakay rayonu zor sokayış oğlunda. Oğuldan kuşup gitip kiner, şunda simyana kurap kaldı. Eti yandan kutkarıp çıkarıldı. Ondan soğuştan eti tam 7 yıl oturdu da, uçağında biz tağın bu oğuldan sokayıştan kuşup gitip Bağlı rayonu Kızıl Yaroğlu, Feniş Yaroğlu'yan tuğan avulda kuşup durduk da şunda yaşadık. Şunda opalar şunda yaşıyorlar. Buna şunda yaşıyorlar. Uzun
Мен әлі танышмадық та бит әлі. Танышмадыңыз шо? Мен өзім жан қуантармаса, жантарма деген секілді онына бітірдім де кеттім Қазанға летчик боларға. Әлі қадетлесем. Тарбайынға келіп еттік те, екі атына қондалаларына ашаттық. Төртес айталар сізге орын жоқ. Или фамилия шулай айтып, баян летчик баламадым, қойттым балаға. Айталар, два пехотный, пехотный лошадь войны керек меді. Ана бір ел күрек білен қорқарадым да, бек әйбәт болды Қарабашта нефтеразветка, водохранилищеге шурфлар қабақ нетіп қазадым. 16 метрні қаздасың, шурф нәйімі. Мен там исән шықсам, ана кірман метрін шықып келді. Бек әйбәт болды, Октябрьский атымда, техник бітірімде, әрмекеттем, әрмені қалдым. Томскіда қалдым да, шонда институты бітіріп, шонда 46 ел балалар оқаттым. Өзім бек ұсан нәрсе, ақша жетмей, семьяға қатын тұрды айтам саңнан. Мен 36 ел анда болған атомный комплексті ішләдім. Мұнда да радиация, мұнда да радиация, башта да, аяқта да. Ну, таныш мұба қатынларға айтам, қатынларға әлі интерес сохранил. Радиация малой дозе очень полезна. Ана мұнда балалар артына мұнда көштім де, Пушкинда тұрам, мұнда келіп соғышам, талашам өзгені. Ана екі театральный коллективті, Деляфурызда, Тәнжеледе айтам, олар соғышмағанда. Бұлай жырлы секелі, мұнда межгер татарлары бек зәді ішлебей. Сахнаға шығарға почти невозможно. Мына зор жаққа тағы вопрос не бар ма сұрауларыңыз? Можно побеседовать уже после, да? Пользуясь случаем, я написала короткий стих «Караурман». Можно посчитать? Касалинде. Ну, он специально келген деді, мен аны шақырмаған едім. Да? Шақырмасаң да сенің артынан еріміз енді. Мен версталі аққан. Так. Мен айтамын, жоқ, на предисловие. Деляфрезға келген де отыра бөлі кетейсізді. Мен қарадым да, бұл нетіп, әлі нәрсе болды, мені білмейм да, бірінші көрем. Қора орманы жырлап берген, бір көкредеймін. Бұл бала шында нәрсе болғандыр, шунан ерап бере баштады. Қазір көп көрсетеді енді, не болғанын. Генофонд шли. Кеттім. Бұл қызыбыз Оренбур яқларынан үш малайы бар, зорлар, инженерлар, кімдер, осында бродный. Өзі Сәуде білен ішлеген педучилищ бітірген Сарат яқларынан. Көрмегендерін көрген, өзі пищевой промышленности инженер. Мәскеуде ұзақ тұрып, бүт көпшілер басқарған, мұнақшылайды бір көркем қатын. Кеттім татарский культурный центрға. Кірігіз, ұтырығыз дейіп, жылы қаршы алдылар. Мен сізге өзімнің шын көңілімнен жазған шиғырларымны кетірдім дедім. Бір яғымлы мотор жетекші, репетиция алып барайды. Шундай мотор зәңгәр көзләр бар екенде ойға қалдым. Нешігінде бұл бек мотор зәңгәр көзләргә қарап, шиғырларымны оқырмын дедім. Сұрау бердім. Исемігіз нешек дейіп, мен Марс Гарипов болам деді. Ол өзінің қара орман жырын бір куплетін жырлап көрсетті. Мен шоқ қалдым мұңлы табышына. Бұл жырларны еш вақытта яратып тыңлайдым. Мотор мұңлы табышын ишеткеш тағында якын айтты. Қара орманнарда мотор кышлар сайрый, мұңлы табышлар білән. Қара орманнарға барасым келе, зәңгәр мотор көзләр білән. Бәлки әлі ол мені қара орманнарға алып барыр, қолларын беріп қара орманнарда мұңлы мотор табыш білән. Қара орман жырларын бүләк етер, ол бізге бар бізге да бүләк етер. Шундай бәхетләр белән, қара орманнардан шығармын, орман шешекләре белән. Минем сезгә, зәңгәр күзләргә,
Бүләк булар, чын күңелемнән язган шигырем бара урман. Мен бірінші тапқырына көрдім. Мен татарский сындырға ергенім yok еді. Я как член Совета автономии, автономии города Москвы, хочу сказать, что birге келген татарларны biz Уфаныкі, Татарстанныкі, Ульянныкі, Межгарныкі деп бөлмейбіз. Маршылғаным башқа телевиздан ешкімдірмағыз. Татарның қайсы жерден болса да татар кішісі, зависть деген күнләші кімде де болу мүмкін. Ол регионға қағылмай. Шонсын айтпақшы болғаны, дұрыс айтасыз. Хороший политик. Зельфия, тогда поздравительные можно вас? Вот это вам оставляем для библиотеки. Ну, что сказать? Подвиг нашего героя, он будет в наших сердцах вечно. Рахмет Кирьян Визгян. Уже прошло много лет, но он все еще собирает нас вместе. Было видно, как вы сидите, слушаете с интересом, участвуете. Столько стихов прозвучало, самодеятельных, но все они были написаны от души. И было видно и понятно, что вам здесь уютно, вам хорошо. Приходите, пожалуйста. И еще раз благодарю вас. Спасибо за организацию. Анна, Чтобы пообщаться. Гафу етіңіз, әгер келіп шықмаған болса, бірімізді бірді әзірленіп келмедік, нешік директористен шықты, шол сөздермен бөліштік. Я Роксанда давно ищет наявно. Вот спасибо. Как будто прям, Зульфия турында айтайын. Зульфия өскен Ставропольеда. Бала келді, татаршыда білмедірім. Мұнда бұл 3 баланың онасы. Мына сондай білмелер. Барсыннан бірші матур балалар. Мұнда библиотекада бұл бала, Нұрзида эшләде, бұл бала болмаса, Нұрзида күріклер болмаса, біз бұлай жиылмас өзі. Апай, рахмет. достойная смена тоже келді. Жоқ, смена был, она капитальный человек. Она имеет светское образование, потом закончила по вокалу, очень высокого класса. Без ошибок, мы ведь готовые бала для руководителя школы искусства Ахмет Абзель, там не километр. А и так бегать расширить. Ахмет Абзель, без китайцев, что мы куда-то порез. Разрешите? Пожалуйста,